Радыётэатр. Лепшае. Шчырае прывітанне ўсім, хто слухае зараз канал Культура, дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Владзімір Трапянук. Дарагія сябры, мы працягваем радыёсустрэчу пад знакам стагоддзя Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, 95-годдзя беларускага радыё і далей складаем анталогію сумесных запісаў. Сёння, а таксама ў наступную сустрэчу, спыняем увагу на 1984 годзе, калі створана радыёверсія спектакля «Вечар» па аднайменнай п'есе Аляксея Дударава. Гэта пастаноўка Валерыя Раеўскага і сёння ўпрыгожвае афішу купалаўскага тэатра. Прымушае задумацца пра адказнасць перад роднымі, пра жыццё, адзіноту і надзею. Но мы пачуем першую частку спектакля рэжысёра Барыса Эрына. Запіс, які зафіксаваў галасы сапраўдных карыфеяў нацыянальнага тэатра, прасякнуты шчырасцю, глыбінёй, праўдзівасцю, роздумамі, як важна заставацца чалавекам. Ролі выконвалі Ганна, народная артыстка СССР Галіна Макарова, Васіль, вясковая мянушка Мульцік, народны артыст СССР Віктар Тарасаў, Мікіта, вясковая мянушка Гастрыт, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Слухаем першую частку радыёверсіі спектакля «Вечар». Что там разорався? Решта, пеструшку тут попить. О! Что? Все ради на то. Сонейко! Сонейко! Уставай! Уставай, і сёння трэба жыць. З табой, з зямлёй, з людзьмі. Людзі добрыя ўсе, мусіць, толькі забыліся пра тое. Некуды бягуць, едуць, ляцяць. Ці то ад каго ўцякаем, ці то каго даганяем. Ліха нас разбірае, якая нам галавешка трапіла ў штаны. Як у чыгунку жавем, як быццам нас на агонь паставілі, аж бурбалкі, аж пара прэ. Невядома толькі, хто гэтую поліўку сёрбаць будзе, калі яна ўрэшце зварыцца. Ну, давай, укалодзіш вадзіцы, вядзерца першае, вот так, а? Иди вот так вот. Ага. Ну, давай наверх. Давай, иди сюда. Вот такая. Не пляска. Вот тут. Ну, дай. Сегодняшний поспробую. Вот так вот. Это на твою хату, Сёмка. Вот так вот. Як паспакайнець. Няма спакою і дабрыні не знойдзеш. Дабрыня яна тихая. Ну яшчэ поведерца, ота. О,
Когда на твою хату Петрок. Вот так. Думаешь, Сонейка, не глядите ж. Думаешь, глупством займаюся? Нема кому воду з колодежа черпать. А колодеж чистым повинен бути. Його черпать треба, каб вода у землю не пішла, каб не застоялася, каб чистая була. Ну, я й беру його щодня. За былых сусідів своїх, за дітей їх, ну і за свого сина. А когда поведется на твою хату Иван. О, дети наши, грамотеи стали, грамотеи. Яны табе і пра космас адбарабаняць, і Бога на лапаткі пакладуць. І калі захочуць, так дакажуць, што і Іуда некалі добрую справу зрабіў. А вось толькі дзяцей сваіх на свет пушчаць не хочуць. Ці то баяцца, ці то саромеюцца, ці то хочуць, каб ім жыць не заміналі. Дык ты ж сам жывеш і другім дай. Ненароджаныя дзеці, як быццам, памершыя. Слухаєш, Сонейка? Слухай. Що, напевно, темно там, холодно. Ну, де, у космосі, конечно, у космосі. Думаю, чтоб калі б мае бацька, маці ўзялі, да не нарадзілі мяне. Дык я б, напэўна, ніколі ім гэтага не дараваў бы. Солодкага, правда, солодка мало з'ел. 3 войны от пляскаў. Махноўцы шашками секли. У 32-м кулаки на кладішчы да крыжа цвікамі прымалацілі. У фінскую ноги адмарозіў. Потом у партызанах дык немцы расстрэльвалі, а потым воеваў, дык 2 разы контузіла, 3 разы параніла. І гэта яшчэ не ўсё. 3 дзяцей на вайне пахаваў. І пасля яго ваенная няшчымніца была, і Перун хату паліў, і корова здыхала, і жонка памерла. Апошні сын 5 гадоў не піша. Толькі паўспамінаць, дык язык забаліць расказваць. Встаешь. Ну, ходи сюда. Вот так вот. Ходи. А то уже певень не хрип, тебя гукають. Ну, радую, что ты там скажешь. Давай. Доброй раніцы, товариші. Сёння аўторак, 31 ліпеня. А я думал, что 32-го. Анна, ідіть. Вона, ідіть. Зараз запитає. Ей, чого ти там, Василь, скажала? Зараз, що ти, Василь? Ну, що? Чего это ты, Василий? Что, Анна, что?
Ну, ходи сюди ближей. До лавки. Бубнишь нечто сам с собой. Що бубніш? Молился ти что? Молился. О, розмовляв, він сонцем розмовляв. Ага. Ошалел под старость. Чого? Ошалел. Ну, Воня. С Богом треба размовлять, с Богом. О, А ты нема ведомо с кем. он не відмінного з ким. Воня. Світить і грає. Усё на землі від світла і тепла. Ага. І коли душа у чоловіка светлая и теплая, значит, кавалочек сонненько по земле ходит. Есть такие люди, есть одна. Ой, грех, грех. Кто грех? Ну, с кем хочу, с тем и размовляю. У нас свобода совести. Вот радую провели, я с ним размовлял. Телевизор поставили, я с ним гомонил. Надокучило. Я им одно, а я на мне другое. А у меня зараз с Сонником размовляю, он светит и молчит. Слухая. Ага. Долго ты проживешь, Василь, долго. Кинь ты 20-й год на пенсию вона. Прикмета есть такая. Поговорить тебе еще с кем-нибудь хочется. Говорить. А перед смертью человек затихая и молчить, як твоя Сонейка. Кольки гэта тебе? 80! Во. Ой, А моей волей лечить надокучило. так ты что, старейший за меня? А ты думала, Воня? О, тогда и мне треба посмотреть до твоих годов. Смоляй, да? Ага. На здоровьечко смоляй. Сло. О, воды с колодежа возьму. Бери. Да помолчи. Анна. Анна. Воня. Гляди. Чего это ты? Еде нехта у вёску. Где? Еде, ну, глянь, вон, не по... Вот. А, повернул. У займище, мабуть. Гришка твой не опиша. Зник після армії, як у болото провалився. Ай, зусім забився, що у його батька ёсць. Жива б нас-то была, писал бы, приезжал бы. А твоя правда. Батьков діти хутчэй забувають. Хутчэй. Василек, сон бачила. Ну, Мо разгадаешь? циганку знайшла. А ты ж Сонейку молишься. Сонейку, ну давай. Ну, кажи, розгадаю. И Ваньку бачила. Старейшего своего. Ну. Быццам поле житнёвое, роўненькое. А над ім неба чистенькое. Небо чистенькое было? Ага. И жаўрукі висять. Сдается, иди мой Ванька по этому полю, раз по раз, с кишени жменю зерня достае и вот такого, под ноги сыпля. Сыпля? Ага. Давай. А я вон там на узмешку стою и думаю, навошта ён зерня кидае ў землю? Жыта ж ужо зялёнае, у колосі пайшло. А ён нанова пачаў перасеваць. Спытацца хацела, дык голасу няма. Ён і пайшоў, і не спыталася. Не спыталась. Ага. Ну, добрый сон. А, ну. Так, небо чистое было? Чистенькое. Чистое небо к добру. Ага. Жито было? Ага, было. Хлеб к добру так само. Ага. Жаўрукі ў небе так само к радости. Ага. Добрый сон, все. Василько, а Иванька ж небожчик, а люди как... Так он же ж без вести. Ну, Дурница старая, без вести же. Ну, что ты, добрый сон, чакай. Чего чекать? Радости, добра нейкого, все. Чакай. Ну, то дякую тебе. Дякую. Пойду козу поить. Василько, у займище пойду. Иди. Мо принести чего тебе? Хлеба принеси. Ага. Хлеба принеси. И пенсию еще не повинна. Пенсию дать. Ага. Вот давай. Добре. То дякую тебе, дякую. Зайшло слово.
за мое окенцо. Василь, Я тут. Ау. коли помирать думаешь? В середу. Это ты что? Ну, у якую лиха його ведає, тільки що у середу як піддать. Помру, значить, це зранку. Во, обмиють водою з гэтага колодежа. Дык холодная ж. Это тебе холодная, а мне аккурат. І в четвер полежу у хаті. Потім у п'ятницю на кладіще. А там 2 вихідних пітя гулять. На гэта сотню другую покину. Брешешь? Чё? Не веру. Ова. И ты боишься, повинен бояться. Чё? Это- Ну что ты уже ті бачив, как с легкой душой смерть приймать? А усё треба приймати з легкою А, душою. ты брешешь. А ти не гавкай. Прийшов до старого чоловіка і про смерть бая. Знаєш, що про що? А я, може, на всю сотню замахнуся, може, як довгожитель гор. На что тебе столько свет Алло, коптить? хочу, каб внуков дочекаться, каб доведаться, что мое насение пустило корни на этой земле. Конечно, може, уже есть, а ты не ведаешь, онуки, корни. Пише кому-нибудь твой Гришка? Пишем его. Брешешь. Пишем. Брешешь. Мои не пишут, и твой повинен не писать. А мне пише недавно. Брешешь. Ты коли народился, Микита? Ну, осенью. О, правильно. Что правильно, что... У коляды тебе матка с батькой робили у самую стюжу и на сугробе. Вот душа у тебя и трымалася. Холодная, як жаба. Ага, а тебе... А мне на печи, на горячих вугольях. И все, иди додому. С тобой поговоришь, так потом всю ночь всякую поскуть снится. Ладно, погляджу я тебе таки, ты будешь веселый, коли эта сука косая всерьез за тебе возьмется, я погляджу. Микита, а может мне доведется поглядеть? Ты ж от своей злости копыты откинешь. Вон, твар, як желтый кукиш. На это не сподевайся. Ага, здурнеў я ці што на чужую смерть спадзявацца. Век не спадзяваўся, не буду. Вот сдохну, а тебе переживу. Ой, Микита, покарала тебе, Микита, солнце за нечто. Все люди, увесь свет, сам себе ты не любы. Ляжите у тебя нечто на душе. На сберкнижце у меня лежит, а не на душе. Почекай. Почекай. Едзе нехта. Ага. У вёску едзе. Повернули. Повернули. Богорыбы прокатили. А ты уже узрадовался. Не приедут. Дай Бог мы с тобой, як крумкачи, ті шарапахи, ти годов 130 проживем, а яны і на хаўтуры не приедут. Соромно буде в труне лежать. Чё ты так вот про смерть любишь поговорить? Не равнуючи, як я про свой ревматизм. Так у меня ж хвороба. И она проклятые кости ломить. Хочешь, не хочешь, а будешь и памятать, и говорить. А про смерть что? Дай сказать. И на який дьявол языком мянтить, проклинать, примерваться на яе. Не спужаешь и не утечешь. Дай сказать, я тебе кажу. Да и добрую расправу робить, что и не кажи. Коли раней часу не з'является и без страшных хвороб зводит человека до солнца. Молодым, здоровым место расчищает для нового посеву, нового креста. Не спинися ти, поп проклятий, це ні. Говори, ну. Не розумію, як так можна. Що йому добро, що йому хороше. Що за народ? Б'ють їх добре, а пошні відбирають. Хай. Діти забилися, так і треба, а самому ж смерті в очі глядіть, заходь, люба, я чарку дам. Лопухи увесь век, перед усіми гнуться, скарають. Так перед життем же Скараються. скараете, Микита. Ну, дурень ты затятый. Перед життем. И ну же мать наша, и батька, и цар, и бог. От погляджу я і ті. Не ходил бы ты до моего колодера, а, Микита? Ходив і буду, не заборониш. Ага, во. Забараніць не магу. Гэта калодзеж, уся вёска калісьці з яго всю воду піла самая смачная, самая чистая во всем районе. Як самое смачное у тебе, Ага. а самое чистое у тебя. Фу!
Что ж ты робишь? Выродок ты, Микита. На святый колодец плевать. Это ж вода душу мягчейшая робить. И голову яснейшая. Я ему такого долгий век живу, что из маленства я ее пью. А ты что же? Василь, ходи сюда, ходи. Растлумач ты мне. От хоть забей, не разумею. Ты просто придурок. Ты только прикидываешься. Солнцу, як людоед, молится. Вода, так его не просто вода. Живая, небожчику на пятки капни, у скоки пойдет. Сдятинился под старость. Не здарма тебе мультиком кличется. Иди ты, Микита, Не пойду. Иди, не тревожь моего сердца. Не пойду, улица не твоя. Моя. Улица не моя, тогда злазь с лавки. Злазь с лавки, лавка моя, сам роби его. Этими руками. Подавись ты своей лавкой. Моя. А, И все. Куркуль. Мироед. Ага. Пирожиток кулацкий. О, Вот. он столовка уже отчинилась, Микита. Иди. У замеща вон гуляш колгасный есть. И пойду. Водицы из моего колодежа попей и иди. И пойду, а ты бульбой никчемной давися. Я ешь не буду, с салом сегодня буду есть. Ага. Куркуль. Яйки свои и сало свое. Мироед. Сам себе все житё кормил, кормлю и кормить буду до смерти. Брешешь, грошей шкода. На что я на тебе, что ты Богу взятку давать уздумал? Взятку грошей не шкода. Не хочу навод под старость, як той клоп жить. Ходить по земле и у столовцы щербать обед. Это сором. Это не сором, это общественное питание. Во-во-во-во. И потом я заслужил у меня пенсия. Пенсия хутка во всех будет. Кто только нас гуляшами будет кормить. Во. Ведаешь, кто ты? Ведаю. Элементы. И не наш. Вот, и шкода наш. Беда народная. Я коли-небудь на тебе анонимку напишу. Пусть побачишь. Придешь до человека, понимаешь, за водой, а он тебе насыщет куркуль мироед. Кулак. Сонейка, ты не крыўдуй на яго. Душа у человека болить. На землі нарадзіўся, вырас. А рук до гэтай зямелькі ніводнага разу не прыклаў. А зямлі ласку любого свою аддаць трэба. Вось тады яна і накорміць, і сагрэе, і суцешыць, і сілы дасць пад старасць. Она живая. Дочка твоя, наша мати. Слухаешь? Ага. Ну, пойду свиноту свою кормить. Чуешь, вещить? Ой. Ручухны мои, ручухны. Что это вы так расходились? Эти не на дождь збирается. Неподобно. Як быть сама. Ну ладно, ну тупай. Кончай молиться. Ой, будем веселиться. Хлеба купила. Ага. А пенсию она принесла. Пенсии не дали, нет. Кажет, что ты с завитушками расписываешься. А я без завитушек. Давай, Василь, давай. Ну, что тебе дать? Стрясени костями. Ой. Покажи самодеятельность. Так ты ж, мабуть, пиво у столовцы выпила. Василек, письмо тебе принесла. Письмо. От кого? Ну, от кого ты думаешь? А ну давай. Не, тебе радость. Да ты уже меня порадуй. С Гоцей Левонику с припевками, як до войны на Майолце. Ну, не дури головы, откуль письмо, скажи. Ой, язык заплетается от джер-джер. Касказган. Во. От гречки. Левониху, Василек, Ну что ты, Левоника. як маленькая, честное слово. А так забей, не Давай. отдам. Ёлки-моталки. А давай тебе кажуть, а то зараз самую щупать почну вот там. Спужав, меня уже можно щупать. Вот ты. Левониху, Василь, а то зараз пойду. Я же растрастуся, Ганна, я же
растрасусь. Пойду я дам только под вечер. Дай Бог. Ай, как ты сгорела. Ну, на. Не, под музыку, Вот под так вот. музыку. Вот так, я приступил. Левоника не Что жонка она? была, не мытую мне кашулю дала. Ну, чего ты стоять? Стоишь як кол, ну танцуй, танцуй. Я ж кажу, растрасусь. Тури, ну, шачки, ты поднимай. Ну, а теперь у присядку. Оп, Присядки. Оп, ой. Чего это ты, а? Порхавка старая. Присідки їй треба. З моїм здоров'ям Леоніху. Ходімо, розгинай мене. Как тобі не ведаю, що? У мене ж середина. Господи, что ж робить? О, Що присядь, робить? долоні у середину. Куди? Та я кулаком. Куди? А долоні. Ну. Так, о так. Не вишей трошки. Ну, сюди. О, чокнуть. Ті ж можна так з чоловіка здекуватися. Ну, ладно тебе. Дай только разогнуться, ты у меня балетом заскачешь. Вот так тримай. Теперь бери за голову. Где? Так. Ну вот. Ну, да. Да другой рукой бери за голову. Ну. Разгинай. Ой. Ой, чогня выйдя, все. Тягни на лавку, поклади як-небудь. Сам буду разгинаться. Ой-очки, как же я ведала. Головой же аж думать треба. Самодеятельностью я и захотелось. Давай письмо. На. У тебя окуляры с собой? С собою. На. Зараз, на. Ты у них бачишь что-нибудь? Все чистенько. Только туман некий и все. Вот другой стороной другое дело. Ты же их не тем боком носишь. Ой, да. Ну, что? Что там у его? Ну да поможи трошку. Вот так. Вот так вот. Чего это ты? Мое это письмо. Як ты? Анна, помолчи моего. Посылал ж месяц тому. Он вернулся знов. Гришка выбыл некуда. Ой, вот тебе, Леоних, не жонка была. Не сердуй, Василь. А кінь ти? Тобі хоч ёсць ад каго чакаць. Зачакаешься. А я б, здаецца, з раніцы да ночы скакала б. Каб толькі ведаць, што мой Віцёк неудачнік калі-небудзь успомніць пра мяне. Хай уже пісьма не піша, абы толькі успомніў. Не сярдуй. Да, ну, кінь, я ж сказал. Булки табе хопіць, Хопить той. а то тебе могу пакінуць. Хопить одно. Даруй, Василь. Вон пойду. Иди. Живеш? Живу я. А чого рагочеш? Або хочу і регачу. Отримав, бачу. Трибав, ну і тобі що? Дай почитай. Іди. Ну дай почитай. Іди, чіпляйся. Грошей, конечно, просить. Пропився до нитки. О, и батьку вспомнил. Каб ты сдох. Ну что ты за человек? Гастрит одно. Вот слово. Гастрит. Что ты на весь свет злуешь? Детей разогнал, и они до тебя не ногой, вот злуешь. Я дренный, я разогнал, ты ж добрый. И до тебя не едут. Вот, не едут. Ну, дай же почитать. Вот, дай.
Моє, між іншим, усе в люди вийшли. Люська, секретар у директора, по вечорах з парашутом пригає. Старейший Петро воєнний тебе, дур, не обороняє. Кожний місяць мені гроші шлють, а тобі от Гришка твій прислав хоч руб. Дай почитати. Прислав хоч руб. Ну, дай. Гвоздану я тебе як-небудь. У суд подам, посадять. Ага, посадь. Премію дадуть. А тебе ж во всім світі холодно, Воня. Ну, Іди, я тебе Да скажу. ладно, я по свой чайник прийшов, забився тут. Куди подів? А вон там стоїть он. Колоколовніша. Іди. Ну, води свежей можна взяти. Можна. Бери. Что это у свете робится, Василь? Лето кончается, что? Да не, куды идем? Не ведаю. Чим далей, тим люди поганей робяться. О, сёння каля столовки бугая гэтага Міколу Селяўца сустрэў, вісіць п'яны на плоце, носам сваім чырвоным шморгае. Дед кажа, як убачу цябе, кулакі свярбяць, так хочацца табе па вуху даць. На, кажа, 10 рублёў, падстаў вуха, я прымачу один разок. А? Алкаш несчастны. І чаго яны такія? Толькі пра тое і думаюць, каб кожны дзень гарэлкі нажэрціся, да і Ну, а что им еще робить? Ну, скажи. Ни руки, ни души не занятые. Один и своє отпрацуе, у столовце подъесть, прыйти у свою загляную хату, у блакитный ящик поглядеть, а далей что? День долгий. А коли дома ни города, ни хлева, ни курицы, пусто. Что ему робить? Чим заняться? Ну, хай над собой працує, повишають уровень, Он понимаешь. троячку у кишеню, чернило у магазине возьме и повышая. Мы ж им счастье полвека завоевали. Сытые, все обутые, одетые. И недовольные. Якої місяць раз це треба? Щастя. Щастя з чужих рук завсёды кислая. Щастя самому собі робити треба. А бути я діти. І упроголодь живучи, радісні пісні співати можна. Голодних у нас давно нема. Я в ситості щастя. А у чим? От розтлумачте мені темному святий чоловік. А у праці, у радостной праці. А ви отбили охоту у людей радостно працювати на землі. Хто це ми? А ти. І такі ж столопи, як ти. Що ти мелеш? Да я ж з самого початку, з молодості, усе своє здоров'я, все своє життя для власті, для комунізму. Комунізм спочатку треба побудувати в своїй душі. Самому. А потім уже нечто робити. Для власті. Якая тобі власть? Загадував доводити військових людей до того, що вони почали соромитися, що живуть і працюють на землі. Самого святого соромиться. Что ты мне вешаешь? Что ты вешаешь? Я доводил. Ты ж некалі усіх добрых гаспадароў з вёскі прагнаў тых, хто любіў зямлю, любіў і слухаў. Стоп, я супраць кулаков. Колькі іх было там кулакоў? Два. Брешешь болей. Два, Зяпа і Мішук Цярковскі. А Василь Барабуль. А Василь, вот что, Василь? От их вот, от Зяпы и Мишука Цярковскага. Все вешки плакали, а Василь Барабульник кого эксплуатировал? У его ж парабков не было, и он же со своего мозоля працавал. Ну, и он народную землю эксплуатировал. Вот так. Микита. Ну, земля ж з радостью отдае все тому, хто да яе руки приклав. Ты ж просто не хотел працаваць, як усе, а хотел наглядчиком над людьми быть. Легко, непыльно и у почоте. Вось и мутил воду, пускал усім пыл у вочы, сознательным прикидывал. Я линию проводил. Только кривую и свою. У вешках ты молодь от земли отбил. Ты колькі гадоў сачыў за тым, каб, значыць, ніхто лішняй бульбіну ці мех зерня зямлі не ўзяў. Чуць і не браць, калі яна дае.
Бегал по городу, каб ніхто лишнюю борозну не прогнал. Хай пустуе, хай бур'яном порасте, не мои. З усіх сил отбивал охоту у людей працаваць. Крычова, аж до хрипоты. Позор петь, скотину у хлеве. Хлеба, бульбы шмат збирать за огорода. Вось коли гол, як сокол, значит, сознательный. Коли у хлеве пусто, молодец, а коли у тебе каля хаты замест крапивы жито колосится. Буржуй, мироед, кулак. Пусто у хлеве, пусто и у души будет. И кто ты таки был? Не начальник, не подначальник, а так, прыщик сознательный. Что? Мы б с голоду всей краиной сдохли, коли б, не дай бог, стали все такие сознательные, как ты. И то, что мой Гришка, он Ганнин Витек, и твои дети по свете бодяются. Люська Уня по ночах с парашютом прыгая. Ты виноватый. Яны ж на земле выросли. Яна ж их матерь. Яны ж повинны были замест нас. Да яе прыйсці, каб хлебом людей кормить. Не пришли. Потому что ведали вот такие гастрыты, як ты, не дадут им ни воли, ни спокоя. Таким, як ти, дай волю, давно б советской уладе, понимаешь, жили перегрызли. А хто яе корміў гэтую уладу? Як не мы. Можа, ты, прышчык? Хто ў калгасе за голы трудадзень працаваў? Налогі з кожнага дрэўца, з кожнай курыцы плаціў, калі ўсім цяжка было. Боялись, тому и платили. Ага, обормоты, Никита. А коли немцы под Москвой стояли, карники хаты полили, дети с голоду пухли. Кто партизанам возил сало, бульбу, як не мы. Боронили святую землю святым хлебом от нашестя. Слухай, Василь, я тебе по-суседску попереджую. Кинь ты эту философию, не смущай людей. Ты ведаешь, супроть чего выступаешь? Ведаю, супроть дурноты. Василь, я честный, я могу анонимку написать. Пиши. Я хоть выключить, куда треба за такие закидоны. Что ты, не пужай. Это тебе треба было выкликать у свой час. Коли б не такие гастрыты, як ты, мы б давным-давно коммунизм побудовали. Он еще про коммунизм. Это ты частник, ты несчастный. Я не частник, я участник. А руками, зубами трывается за ковалок земли, и он еще про коммунизм. Я и про коммунизме за его трыматься буду. Я хлебороб, Микита, вечный. Я хлеб роблю. А коли робишь хлеб, треба самого себе кормить. Вот честное слово напишу. Пиши. Никитка, Василек. Что? Ну тут там мы. Тут скажи, Ну? что ты хочешь? Василек, Руками машет. радио, Что радио? радио уключи. Ну, зараз. Радио. Где тут? Зараз. Я шаную яе матярынскую любоў і пяшчоту. Я памятаю яе ласкавыя рукі, што пяклі самы смачны хлеб і маглі трымаць зброю. У грозныя дні вайны ў партызанскім атрадзе яна абараняла радзіму ад фашысцкіх захопнікаў. Мамачка, Что там? цяпер Я думаю, что ізноў але война. вельмі Ты што, часта злодзей снятся ехала ці начамі нашы вешкі. Тихо. Хата канцавая, Тихо. тры бярозкі пад акном і мама. Уважаная Ганна Осиповна, ад усяго сэрца мы жадаем вам моцнага здароўя і доўгіх гадоў жыцця. І па просьбе вашага сына Виктора перадаем для вас вашу любимую песню «Ой, ляцелі гусі з броду». О, Седай, седай, седай. зараз. О, теперь поморгу спокойно. Во, А ты только
Помру. Мило ўсё. Ганна, няўдачлівая я яго Ого, нарадзіла. я найділа. Іваньку ось не бачила, а Вітьок об'явився. Вітьок. Любить, помнить, помнить. А ты казала, што няўдачна ён атрымаўся, а ён у тебе на ўсю краіну. Ой, увесь народ цяпер ведае, што на зямлі жыве Ганна Звежак і што сын у яе ёсць. Хоть далёка, але ёсць. Ой-ой, зірніце на іх загарэліся, засвяціліся, аж блішчаць. Никита, ты иди отсюда, я тебя прошу. Не пойду і нечага тут. Ганна, я цябе паважаю, але я чесны, я справядлівы. Ты не крыўдуй. Не пра цябе гэта ўсё, не ён гэты. Тебе в уши что позаколодало? Никита, про наши вешки говорили. Другие вешки, другая Ганна и другие Витек. И он такое не мог написать. Вот не мог. Так что же она сама про себя взяла, написала? Не ведаю, где он у яе одде. Ну вы ж ведаете. Сядзі. Сядзі, і который раз. Толькі, Ганна, прашу, не крыўдуй. У мяне ў самога дзеці няўдачныя. Карміў, расціў іх, дык быў хорошы, а выраслі. Дрэнным стаў, грошы мне прысылаюць, рублямі адкупліваюцца. А от каб што-небудзь такое, от такое, і не ўспомніць, і не ўспомніць. А вот Витек взял и проел, вспомнил. Взял и написал. Ой, сяжу на нарах, як король на імянінах. Передайте для моей матери, ляцелі гусі з броду. Иди, Ачули, ты иди, Ачули. Не пойду, не пойду. Ганна, ты не слухай его, он контуженный. Да не был я контуженный. Тебя кушерка контузила. Ганна, прозвище твое передавали чи нет? Прозвище, кажу, Нет. прозвище, ну, вспомнил. Не чула я про вешки толькі, што добра чалавеку, калі ў яго куточак на зямлі ёсць. Дзе некалі босым па расе беў. Добра знацца, што цябе чакаюць і помняць заўжды. Яшчэ нешта. А прозвішча не пачула. Я не з самага пачатку слухаць стала. Ой, Ганна, слухай, передавали. Вот уважно меня послушай. Конечно, и 3 бярозкі под окном у тебя растут. Стоп, стоп, калі ён з'ехаў, бярозка адна была, а гэтыя 2 без яго выраслі, я памятаю. Вот скажыце, адкуль ён пра гэтыя бярозкі ведае? Ніводнага разу не прыязджаў, пісем не пісаў. Адкуль ведае? Прошу тебя, Микита, сиди звоч, не дай мне под старость у турму сесть. Пятое слово. Я ведаю, Ганна, что про тебе передавали, про тебя. И, слухай, Витьком его зовут? А як же, Вітьком. И у партизанах же ты была? А як же? И вешки? Усю войну там. И по батьку тебе вось помогла? Стоп. А вось і не. По бацьку яе Васильевна. Гэта Піліпа, майго Осіповичем звалі. Дык як же гэта я забыўся? Все ясно, я так і думаў. Гэта ён напісаў. Ён заявку зрабіў замест твайго Вітька. Да не, Ганна, что ты выдумал? Ну я ты, ну і мультик. Ды за такія штучки ведаеш, што бывае. А при чем тут я? Причем тут я? Ён, мабуть, написал и про Пилипа, а там пераблытали уже. Хопіць лапшу на вуші вешаць. Там не блытаюць. Ганна, там не блытаюць. На што гэта ты, Васілёк? Не варта было. Не варта было. Нехай мне руки отвалятся, коли гэта я написал. Чуешь? Да я и писать разумно не умею. Да я и не ведаю, куды нават. Ганна! Эх ты, расстроіў толькі бабу за глупство. Сдымай штаны. Что? Сдымай штаны, падла, я тебе вучить буду. Ну. Ух ты! Остолоп ты! Остолоп, пень ты! Гастрит, бульдозер проклят! Что у тебя под сорочкой? Ребры у меня под сорочкой и пуп. А сердце? Где твое сердце? Радость у человека была. Яна ж без яе ўсё жыццё сваё
Трое деток у партизанов с голоду померли. Старейший сын без вести. Пилип вернулся кулями да осколками начинены 2 месяцы пожил. Витька один застался, так и у его життя наперекосяк пайшло. Одна ўсё жыццё. Гаротница, хоть ты ее у церкве вешай, як покутницу святую. А я не дозволю. Не дозволю всему народу, всему государству, понимаю, голову дурить. Миллионы людей подманывать. У меня так само дети. А лишь я не хочу, как мне по радио про гусей спевали. По нашему радио только правду передают. И нечего тут. Нечего. А что с тобой говорить? Тепла у тебе, человечка, нема. Хоть 100 годов еще проживи, не доведаешься про самое главное. А то про что же? А про что? Того, что мы, о, люди, с того свету на эту землю приходим. На что живем? Неужели ведаешь? Ведаю. Земля холодная и небо холодное. Космос еще холоднейший. Да к нам дал Бог життё, каб мы все это согрели, душами своими согрели и землю, и небо. И один одного. Так грей же, грей. Хотя чим тебе греть? Холодный ты. У меня 36,6, як во всіх. Не светить на тебе солнце. Сам ты... Здорово. Знов приволокся. Никита, я свариться больше не буду. У меня на тебе нервов не хапает. Сиди и молчи, дай бульбу почистить. Молчу. А ты расскажи. Что? Як учора коня просив у старшині. Кавалерист, барон циганський. Коня йому треба, що взятку давав. Я купить хотел. На что он? Отчепись. А скажи, на что отчеплюсь. Молоко людям треба. Ты что, доить его собираешься? Змогу я корову один тримать. Назапасить на зиму сена силы немашчика, да и косить нема де. А буде у меня конь, да я на им полсвета. За лето объездим. Там косанул, там косанул. По охапце сена назапасил бы и корове, и ему, и что ну, и сотки свои легче зробить буде. И дров привезти. Жить мне будет зим легчей. Сам кормить буду себе и застадеться еще. А так год-два и державе на шию сяду, як и ты. А я не на шее, я на пенсии. Во-во-во, а с конем я сам прокормлюся.
Ты гэтыя свае кулацкія замашкі кінь. А темный век кончается, а яны ўсё кулаков боятся. Конь гэта средство производства. Так что? А калі табе даць средства ў руки, ого, ты такую багатую гаспадарку на сваіх сотках закруціш, чарцям моташна стане. И добра. І скоцішся. Куды? Да мелкобуржуазнай ідэалогіі. Какая идеология? Мне 80 годов. Легче мне будет жить с конем. Больше будет бульбы, выращу, молоко будет. Заместо одного парсючка 3 трывать буду. Так я же их сам не съем, я ни одной бульбой и шкваркой целый день живу. Ага, ну. О, продам колгасу. Правильно. И грошики, конечно, у кишені. Багатець станеш. Куды ж я поденуся с гэтымі грошима? Яны ж на книжце лежать будут. Надежно, выгодно, удобно. Я ж на гэтай грошы гвардыю узброить не буду, каб супраць власти ісці. Я ж не Деникин, я мультик. Дай тебе коня, Деникиным станешь. Фу ты! Ну гэта ж трэба таким ідэйным придуркам уродиться. И что человеку еще треба? Все есть. Государство про его клопотится, пенсию платит. А я не... Пенсию гэтымі грошима сына от меня отбили. Что 5-й год неведомо где бадяется, батьку родного забыл. И что верзешь? При чем тут пенсия? А при тым, ведаю, что мне ее дают. А раз дают, значит, с голоду не сдохну. А не сдохну с голоду, навошта ж про меня клопотиться, там письма писать, як ты, батька, живешь у наших неперспективных вешках. Ведае, руб есть, столовка есть, накормить яким-нибудь гуляшом. А я б, здається, крапиву з лебедою їв, каб тільки внука чи внучку за руку поводить. Распустился ты, Василю, распустился. Ничего не боишься. Демагогией, понимаешь, займаешься. Всем незадоволены. И это тебе не то, и то тебе не это. Ой, нема на вас пастуха. О, а на тебе? А я сознательный. Ну, конечно. Иди гуляш, у столовку есть. И что ты до этого гуляша причепился? Сегодня шницель давали? Ну, шницель. Ой, нема. Подон гуляет, подон гуляет, подон гуляет. Сонейка. Сонейка. Стомилась и бедола. Я думаю, целюткий день на небе. И добрых людей греешь, и дрянных, и ніяких. Дякуй тебе. Отпочивай ужо. Хотя где там земля ж круглая. Американцев, значит, сыграть пойдешь. Ну, давай. Давай. И им треба. И там, мусить, есть люди, что чекают тебе и любят. И такие его неперспективные шкелеты, як я, и детки маленькие, дайте им здоровья, радости, спали все благое своим теплом. Только там не затрымливайся уже. Як мне здаецца, дык ты все-таки нашего роду племени. Мабуть, на нашу землю трошки раней зернула. И блин наш на тебе подобный, и бохан хлеба, ты наша. Ну,
Щасливой тебе дороги. Чого мокречу розвела? Силов немашика, Микита. Полное ведро уже занести не могу. Анна, что тебе повне? Привыкла. Ну-ка, двикай. Казу ж напоить треба. Сабе бульбину якую зварить. И каля порога полное ведро воды стояло. Поговорить треба. Говори. Піночета не бачила? Кого? Піночета, кота майго рыжага. Не. Збег некуды вовчае мясо. А я праз яго цэлую ноч не спаў. Про скота. Праз яго старую падлу. Можа, паміраць куды пабег? Коты ж, кажуць, на вачах баяцца паміраць. Не бачила я твоего Пиночета. Лёг з вечара учора. Толькі вочы закрыў, толькі драмаць пачаў. Чую, нехта глядзіць на мяне. Вот так блізка-блізка нахіліўся і глядзіць. Аж страх за сэрца ўзяў. Вочы расплюшчыў. Нікога. Толькі зноў драмаць. Глядзіць падлюга. Ты кто ж гэта? Каб же я ведаў. Насланнё нейкае, позірк дурны. Здаецца, так пранізвае ўсю галаву наскрозь і пад падушку зазірае. Адзінота гэта, Мікіта. Адзінота. Мне калі Піліп памёр, гэткае ж мроілася. А мо смерць ужо прыглядаецца, з якога боку ты за мяне ўчапіцца? Мо яна косая. А ды не, ранавата яшчэ. Так яно заўсёды ранавата. І праз кота гэта ўсё я ведаю. Збрадлівы зараза быў, ганяў, я яго біў, а ён, аказваецца, спакой мой сцярог па начах. Чым жа гэта? Дыхаў. Падапнецца мне пад бок, клубочкам скруціцца, вурчыць і дыхае. І куды збег? Ой, а можа, прыйдзе яшчэ твой кот. Ну, пайду я. Сядь. У мяне ж каза. Да не здохне твоя коза. Сядь. Говорить буду. Чаго ты мылішся, як дзеўка перед сватамі? Гавары. Ганна, давай я на табе як-небудзь ажанюся. Ага. Што? Ну, Што? Чаго ты штокаеш? Ты ж адна, я адзін. Разам як-небудзь ужо на гэтым свеце. Во, спасибочки. Во, уважыў. Гэта ты мяне заместа кота свайго рыжага да сябе завеш, каб дыхала. Дык я ж на цябе дыхаць буду. А мышэй мне лавіць у твоей хаце не трэба будзе. Ну, ладно тебе, ладно. Не хочаш да мяне, я да цябе перайсці могу. Ты ж ходыш глядзець на цябе. Плець ногі волочыш, а ўсё коза, гарод, соткі. Ты неўжо ты за свой век не нарадзілася? Адпачні.
У мяне грошы на кніжцы ёсць, хату по баку прададзім. Хоць пад старасць пажыві па-людску. Смеяться ж будут, Микита. Кому смеяться? Вёска ж пустая совсем, неперспективная. О! Не смеяться, не плакать нема кому. О, давай переберемся у займішча. А что там, асфальт, магазин, столовка, люди? Ты хоть со свету бачишь? Путевку мы якую возьмем на курорт. Ой. А что? А что мы с тобой за свой век напрацавались, хопить уже? Дай ты спокой рукам своим. Ну, на что тебе коза, огород? Хоть ведра воды вон поднять не под силу. Мультик, то есть струны у станика, бульбу выкопать. Потому что сквапный, все сдается за гроб бы под себе, жилка кулацкая у человеку садить. А мне ничего не треба. Да и тебе. Отпочни ты. Ладно. О, ты ж за ўсё сваё жыццё салодкай крошкі не з'ела. У цябе ж радасці хвіліны не было. Хоць цяпер парадуйся жыццю, уздыхні на поўныя грудзі. Ты ж зарабіла сабе гэта, ці правда? Яно то так, што і казаць. Правда, О, правда. да грошаў нам з табой хопіць, за гэта не бойся, пражывём. Ды нам шмат і не трэба. Канешне. О, Ошалела, баба! Не лезь, я сватаюся. Кого ты слухаешь? Бахила старая! Курортница ядрить твою на восемь! Не лезь. тихо. Отпочить захотела! Чё? Вунь наш курорт за вёской под березками! Ты не Приди слухай. час отпочнем, належимся, наспимся, наотпочиваемся. А покуль силы есть, хоть каліўца, рабіць трэба, рабіць. Для кого не робить? Не на усё свое жыццё, як проклятая. А ты не зразумеешь. Садитесь, чего? Варто только махнуть рукой на все, Ладно. почать про курорт и думать. Да не, слухай. Смерть усими киптерами чепится. Да ты не- Ладно, думай, что? Ой. Жить ты накучила. Ой, не надокучила, стомилась и А я? Правильно, стабильно. Тихо. Я стабился. Але ж мы с тобой еще только тому и живем, что каждую раницу по воду у этой колонии ходим. Ладно, не слухай. На сотках Слухай ты. своих колупаемся, тихо ты. Землей за долгий век зрослися, душой, сердцем увайшли у яе. А теперь по курортах Ганна, поспробуй только хоть Тихо. один день поспробуй полежать поленом. у займішча. Все хворобы, як саранча, налетять. Дык можна Микиту ничего не налетая. А он иначе и не жил. Все житё с чайником по воду ходил. Я отказным и сознательным был. Ганна. О, у нас один отказ перед земелькой, на якой стоим, перед ёй мы отказные. Кинь гонная, тебе Ой, кажу, ты что так это? село нема ведро Ладно. воды поднять не могу. Бери свою Что козу делать? за роги и переводи у мой хлев. Нема силы по половинце носить будем, ты половинку, я половинку. Ой, тихо. Ну и гад Разом же ты, будем. Василий, ну и гад. Я со сватовой, он женится. Чего ж ты и ранее не просил? Соромимся, бабушка. Соромимся на 8 десятку. Пошли, не слухай его, гада. Не слухай его, пошли. Руки Стоп, для стоп, тебя. стоп. Мужчины, тихо. Ой, ой, тихо, не сваритесь. Не сваритесь. А можем мы под одним дахом у одной хате все разом сыдемся, да будем жить. Я вам белизну буду мыть, а вы, мужчинки... Ой-ой-ой, руку и сердце, и нам не общежитие, дом престарелых. Тихо, тады пойду у свайго Пилипка спытаюсь. Якого Калі Пилип- дазволіць, перайду. На кладище пойдешь? Я на что? Ой, с портрета спытаюсь. Что скажа, то и будет. Иди, Что скажа? иди, Вагана. Тихо, тихо, Поднимайся. не тягните Поднимайся. за руки. Руки. Ну, тихо, пойду я хутенько Давай. спытаю у своего Пилипа. Як скажа, так и будет. Ну Так за и что? перейду. За что ты, Василь, так ненавидишь? Такие ты. Микита, не умею я ненавидеть. За 80 годов так и научился. Добренький занадто. Хіба можна у гэтым свеце без ненависти прожить? Можно. Ты ж 3 войны пройшов. Пройшов. И немцев бил в партизанах. Без ненависти. Бил, плакал. Зверами люди стали, собаками шалеными. А собак шаленых
Забивать мусишь, каб людей не покусали. Без жалю, але без ненависти. Ненависть, яна і святая ёсць. О, святая. Святое у житті тільки світло, тепло, любов і земля. Поп ти, Ага, мультики, або поп ти. мультики. Ідіть. Ходи, Микитка, дай поцелуй. Ходи. Садись на лавку. Ходи ты, Василек. Садись на лавку. Садитесь. Вот так. Все. С тобой, Василек, жить буду. Ой, Горка! 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 На канале Культура гучала першая частка радыёверсіі спектакля нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Вечар» па аднайменнай п'есе Алексея Дударова. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужны дзеяч мастацтваў Украіны Барыс Эрн. Рэжысёр радыёверсіі, заслужны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Музыку да спектакля напісаў заслужны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь Сергей Картэс. Гукарэжысёр Віктар Лішчанок, рэдактар Уладзімір Мехаў. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Галіна Макарова і Віктар Тарасаў, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Год запісу 1984. Мінулым разам мы пачалі слухаць радыёверсію пастаноўкі Барыса Эрна па п'есе Алексея Дударова «Вечар». У забытай вёсцы дажываюць свой век Васіль, Ганна і Мікіта. Нягледзячы на ўзрост, а ён паспяхова забыты, ім хочацца спяваць і танцаваць, кахаць, любіць, бачыць чыстае неба і верыць у шчасце. Гэта філасофскі роздум, як да апошняй хвіліны заставацца чалавекам. Наш запіс зафіксаваў галасы выдатных акцёраў-купалаўцаў. У ролі Ганны народная артыстка СССР Галіна Макарова. Васіля, ён жа мульцік, сыграў народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Ролю Мікіты, якога ў вёсцы клічуць гастрытам, выканаў народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Слухаем другую частку радыёверсіі, створанай у 1984 годзе. Василько, снедать иди. Іду вже. Не кричи. Солнце не потухнет, а яешня простынет. Иди. О. Нема ж солнца, хмари на небе. Кому сегодня молиться? А я не болюся, я розмовляю. З хмарами і розмовляв. Ага. На дорогу ты глядел? Потримай. Да. Давай. Стоял и глядел. Я бачила. Дай это на руки полью. На. Трошечку. Ага. Для літа.
Вот того. Ну, вот. На рушник. О, Мерзне земля. Калі снегам за гэты тыдзень не пакрые, вясной не нап'ецца ўдосталь. Памёрзламу ўся вода ў раўкі сыдзе. Засмягне летом, слабы колас будзе. садись и ешь. Во и ешь не драники, а я огурков принесу. Ось ты мне откажи, радыё. От хоть зарэшце мяне. Не разумею, спутники по 2 разы на дні ў космос запускаюць. Запускаюць. Трактары наши па ўсёй зямлі, па ўсім свеце аруць. Аруць. А табе толькі, ось ты, чуеш радыё? І чуеш, кібернетика, аўтаматыка, аўтаматыка, кібернетика. А для кавалка зямлі каля хаты, як было 100 гадоў назад, так і засталося. Конь, плуг, барана, колёсы. Тільки коня ж не доб'єшся. Десяток, но весь колгас. Засеять гэтыя няшчасныя соткі, цэлы тыдзень бегать. Просишь, а земля ж не чакае. Купить готовы его. Нельга сродак. А мяса трэба. Молока дай. Бульба не хапае. Дык чым же ўсё гэта дай? Чым? Одними руками во. Ведаючы, што атомны век на двары стаіць. Паміраць час прыйшоў. Што далей будзе з зямлёй, з гэтымі, з дзяцьмі нашымі? Як іх да зямлі прывязаць я? О, прыйшла. Хопит тебе уже. Что хопить? И без коня проживем. Ага, вон по программе, по книжках все хочуть жить. И доброе життя людское, это ж Библия. Возьми, почитай. Не хочуть? Не дали, не треба. И не треба. Дадуть. Я на них анонімку написал. Анонімку. А что ядрит твою на 8? Говорить одно, а робить другое. А я их анонимкой. И все. Ешь ты же, анонимщик. Ну, а ты что? А я каля печи нанюхалася. Погляжу, як ты есть и будешь. Так ты ешь и гляди. Ай. Да. Ты, кажу. А ну, сядь. Ну. Сажусь, добре. О, добре. Сідай ти. Ой, ты. Добро замужем усё-таки. Ой-ой-очки. Ты его крикнул, и оно и добро. На меня ж Пилипка, а ни одного разочку голосу не поднял. До войны кольки мы там пожили. А пасля хворел, осколки у сердца кололи. Ни одного разу не крикнул. А на бабу іншим разом и треба. Треба крикнуть веселение. Як... Может, тебе и погонять для веселостя? О, не, гонять не треба. А крикнуть крикни іншим разом. Крикну. Треба було нам раней сыстися, одразу як Насточка померла. Чого не казав? Кого? Соромився. Ой, Боже мой, у наших годах соромиться. Ну, да любил я тебе трохи молодым. Иди ты. Иди ты. Что иди ты? По тебе весь сельсовет сох. Косаунь была. У трох повеситься можно. Была. До гэтага часу дзіўлюся. Такія хлопцы вакол топталіся. Я топтаўся. А? Ніхто не думаў, не гадаў, што Піліп
тебе крутить, усім дорогу перебежить. І ті шмяни такі, полохливі. Як він тебе охмурив? А ніяк. Пам'ятаю, на купалі збиралася. Ну, а ён прийшов до нас у хату і брась передо мною на колені. Ну, да як заплаче, як заголосить. Ганна каже, ратуй, не пойдеш за мене, гамон, серце лопне від болю. І так мені його шкода стало. Так шкода, что тым же вечером и пошла за им по купальские кветки ў чисты лог. Там ён мою косу и расплёў. И... Налить молока. Налей трошку. На тебе. Так, кіно, мабуть, треба. Что? Що? Пойду в своей хате печь пропалю. Чого це? Хата повинна теплой стоять. Холод у ее грех пускать. Іди. Іди. Василек, ты мне ўсё ж правду скажи. Ты тады писал радио, каб мне гусей проспевали. Только правду. Что тут такое? Тихо, тихо. Будешь ее робить. Полгода я ее одна, и она мне другая. Ну, я. Ну, нехай буду я. Коли тебе легче жить будет тако. Подчепился. Поздней трохи сена козе подкинь. Добре? Иди, протопи свою. Полгода ей. Одну. Так ты не скажешь. Привет, жених. Здорово. А где молодуха? Пошла унь протопить печь свою. У своей хате. Добро живей дома и замужем. Что глядишь? Все одно буду ходить до тебя, ходил, буду, не заборонишь. И что я в тебе такие влюбленные? Василь, Ну? хочешь с глузду з'ехать? Хочу. Я «Жигуль» по лотерейце выиграл. О! Пошел, проверил, все не на почту, а «Жигуль». Облапошь государство. Ну и что? Так 8 тысяч к лёду. Ну и что? Ты выиграл руб хоть раз? А я «Жигуль». Ну и что? Что ты заладил, ну и что? Да, скажи, что заиздрасно. Скажи. Молчишь. Ладно, давай шарки замочим. «Жигулю» все-таки. А ты ну и что? Василь,
А Бог есть. Солнце есть во. Солнце. Это падла. Выгоню с хаты. Да ладно, не надо. Солнце твое, супокойся. Я на Бога на лёс свой, на життя. Все до мене боком. Все життя пройшло на 50%. Все наполовину. Что, Волгу хотел хапануть? Да не про то я. Вот ты во мне скажи, справедливое життя на этой земле. Хотя что пытаться, ты ж солнцу молишься. Ці меў ты хоць раз у жыцці тое, чаго вельмі хацелася. За ўсё. А я ни разу. Только наполовину. Памятаю, у маленстве ходил неяк по грибы. Цалюткі дзень по хмызняку поўзалі. Все там сальежек, лисичек з большего наколупали, а я такенный боровик. Белый, крепенький, шапка двумя руками не накрыть. Лето тады сухое было, еще никто боровиков не знаходил. Все ахают, зайздростить, у кошек зазираю. Счастье. Памятаю, на всіх глядел, як на мурашек. А додому прийшов, ножичком чик, гэты боровик. А ён чарвіў. Ущент сточений, ось тобі і щастя. Гадов 6 мне тады было, і з того часу усё на половину. Давай, Василь, будь здоров. Будь. Тихо, жонку мою нябожчицу взять. Я ж так по ёй сох. Убачу, бывало, с другим сердце на шматки разрывается. Плакал по ночах. Ніхто яе так не любил, як я, а яна за братом твоим, за Андреем бегала. Нядоўга, правда. Да что, знов я виноват? Да нічого. Ты час был, таки ты разумеешь час? Что там такое? Ну, забрали Андрея. Поплакала моя Алена, поплакала и пайшла за мяне, здабылася, здаецца, пра ўсё. І вяселле было добрае, і яна вясёлая, все добра, шчасце, дачакаўся свайго. Что ты мне купишь под нос? З маслом, як кажуць. Зноў у мяне половинка, каб яе огонь спёк. Да не, яна ніводнага разу не успомнила про Андрея, а толькі душой я адчуваў душой, што яна клалася са мной спаць, як у труну кладуцца. За снедак ужо потым абдымае мяне, цалуе, шэпча нешта. Не разумеў, што з бабай робіцца. А яна, оказывается, яго, Андрэя, у сне бачыла, у сне лашчыла, перад смерцю прызналася. 40 гадоў жила со мной, а по ночах яго абдымала. Ведаеш, дети, здаецца, на Андрэя падобныя. Что ты плетешь? Да ну, старэйшага ж і нос, і вочы, і чупрына, што да чарнявы ж у нашым родзе спакон веку таких не было. Воля ж бацька быў цыган. Быў цыган. Хіба не ведаеш? Андрэй ж памёр. Праз паўгода ў Сібіры. Ты мае гэта, дзеці мае. Хіба я не ведаю. Вот толькі як быццам мае і не мая. Наполовину. Зноў на проклятую половину. Зубами, руками. Вырываў шчасце, што толькі не рабіў. Всё дарэмна. Што рабіў? Што? Всё Всё. рабіў. От і вайна. Гэтак жа прайшла. Людзі галовы клалі, кроўлілі, калекамі вярталіся, а я ў палоне. Все гады. І во, як бачыш, не воевал. А пережить такое довелось вспомнить. Страшно. Сам здаўся. Что? Ну, я кажу, у палон. Сам. И не сам. Наполовину. Нас под Витебском расколошматили всю дивизию. Человек 5 собрались. Пробиваемся до своих. Винтовки были, а патронов у меня один. И все.
На третій, здається, день на немців напоролись. Ну, я бабахнув со своєї винтовки, і все. Нема чим більше воювати. І треба ж було этой проклятой кулі у немця трапиться. Поставили вони нас, питаються, хто, мовчим. Ще раз, хто, мовчим. Тут офіцер хапає автомат, замком клац-клац, ну, думаю, капці. І раптом один маленький, худенький заморок з Полоцка, що від кожного шороху белів і заїкався, виходить. Я, каже, стріляв. Немец ему чергу в живот, а нас у лагерь. Ну, будь здоров. Маю ще збігати. Не треба. Чого тоді вилупився? Нічого. Тут уже не на полову отрымливається. А, так я ж тобі не все розказав. Той бідний хлопець ще ворушився у кривавому пяску, коли я притомнів. Кинувся до того офіцера. Пан Кришу, пан, не ён гэта, не... Ты что, не веришь? Чого не віриш? А яны рогатали паскуды и не поверили, что я стрелял. О, бачишь як. И тут хапило смелости только на полову. И счастье на полову. Жизнь застався до пенсии дожива. Той бледный твар хлопца до этого часу снится. Твар и кровавый песок. Вот так во, Василий. Все життя. Так. Лёс. Працаваў уже заўсёды на нейкай пасадзе. Паважаць павінны ўсе былі і ў вочы паважалі, а за вочы, як мяне ўсе 40 гадоў клікалі. Кастрыкі. От нават пад старасць. Ганну, во я угаварыў замуж выйсці. Згадзілася і да цябе перайшла жыць. А цяпер, во, гэты білет. На што ён мне? Ну, от на што? Ну, маладзейшаму, кому-небудзь, кому пажыць хочацца, кому трэба. Ну, а мне, ну, што... Ухлеў мне катаць на гэтым Я жывулі. скажу, дети живы. Дети, от дети сами хай хапают свое счастье, добиваются и рвут, отвоевывают. Понимаю. Ну. Понятно. Тады давай з'езді куды, на мора. Ты ж хотел на курорт. А чё, хоть под старость хапанешь на ўсе 100. Сплыл мой час. Не, брат, гнилыми зубами орех не раскусишь. Так. Ты кажешь, не трэба табе гэтыя грошы, во. Так их же у меня нема. Так быццам ёсць, а няма, як заўсёды. Полова туды, полова сюды. Ну, коли так. Нехай грошы у дзяржаве застануцца. Я іх ось сюды з'ем. Ой, хоць і жигулі, а ўсё адно не смачна. Закусіць трэба, дай закусіць трошку. Ты что? С ножом? Ты что, Микита? Чего? Хіба что? Тихо. Ножом человека за гэтые поганые тысячи не ўжо я мультик столькі каштую. Что? Вот як за свое счастье б'ешься. До смерти, до крови. Мабыть, и Андрей твоих рук дело. А, отказывай. Ну, отказывай. Отдавай, отказывай. Я... Ну, ты написал в район, что Андрей хлеб бандитам у лес возить. Я... Так у нас же хлеба не было нават. Детка, не было. Ах ты, слизняк ты.
половинник проклятый. На! Ой, оно твое паперовое. Счастье бери. Целый. Иди отсюда. Иди, Микита. У меня нечто в грудях лопнуло. Иди. Поздно. Поздно уже. Что это ты сдурнела? Сердцейка. Под старость. О, нам же до середи дожить треба. До середи. Ганно. Ганно. Принеси воды з колодежа, чуєш? Не чую. Обли мене, Ганна, концы отдаю. Василько! Василько! Василек! Василько! 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 А может, и Василька? А на что ж я тебя одного покинула? А тобі ж, може, що-небудь треба було. А може б я тобі чим допомогла, нічого ж ти мені не сказав. А не розвітався. Что? Ошалела? На, водицы трошку. Что ты скуголишь? Как ты провалился? Вставай потрошку. Ой. Чого ти ляжиш, як колода? Я думала, що ти вже готов. І ручечки сощапив. Тихо. Тренировку робив. Примірювався, як буду лежать на покуті. Ну як? Як? Паскудство. Особливо, коли галосять. Одним словом, коли что якое, каб каля мяне ніхто не скавытаў. І ты таксама. Вот гэта ўжо тебе не спытаем. Як захочем. Устану струны і выганю ўсіх к чортовой матери. Ой. Тихо прожил, тихо и на солнце пойду. Приспичить, бяжи у хлев и над козой поплачь. А для меня кап мовчки. Без слез и без слов. А то еще гастрит, промову жалобную засобачить тобі уже, я не знаю. Забрали его Куда это? у больницу. Машина приезжала, и он занедужил. Докторка пытае, где болить. А он пявка у грудях каже, сердце смокча. У тебе дык просто хоть лопнула, а у яго п'явка. І што гэта такое, а? Усе нешта хварэюць у гэтым годзе. Кажуць, зоркі на нейкі нядобры парад выйшлі. Парад.
Тяжко йому буде. Что? Ой, тяжко. А что? Що, нічого. Сонця і сьогодні нема. Нема. Снег крутить. Небо низкое, низкое. Стяжинку у нашій вешки замело. Ага, замело. Да к кому ж по ёй ходить? Одна ж я и тупаю по этой стяжинце. Ой, не дочекаюся. Хоть би променьше, хоть би, ну, калів це сонце. Даль Бог устав би з ложком. Кабы в больницу лег, дык давно б уже устал со своим инфарктом. Ніякого у мене інфаркт нема, просто серце лопнуло і все. И просили, и молили. Уперся, як бык, ні у якую. Певня, бачите, йому в палату треба. Каб кукарекав зранку. Я без певня не могу. Ага. Боюсь, вот засну, а коли раніцой не за кукарекой, могу не проснуться. Да кто ж гэта пеўня ў палату пусціць? А калі я захварею, дык што мне казу з сабой браць? О, лекарстваў яму на цэлую дзесятку накупіла. О, Накупила, во, сама ешь. а ляжыць сабе калодзежную ваду сёрбая. Лечыцца Ну, называецца. хопить, квахтать, хопить. На пошту ходила. Хадзіла. Ну, Паслалі ўсё. Хутка знойдуць, казалі. Прывязуць твайго Гришку. як это? Что? Як это привязуть? Что он злодей, чи что? Каб його привозили, сам приедет. Да поможи трошку розогну. Вот. О, сяда. Ну, сядь же. Тихо. Ой, Осторожно. О. І чого я не так живуть? Ні у що не вірять, ні до чого серцем не прив'язаний. Сміються над усім. О, вилізуть їм боком гэты гіганьки. Холодно неяк живуть. По-зимовому. Редко на сонце глядять молодые. Ой, Знов сонце, знов. та мовчи, що. Тихо. О, ну, дай радою, дай. Послухай, що там На, новенько. Дай, включу. Вся предыстория и история НАТО отразилась в концепциях ядерных агрессий, готовившихся Вашингтоном, начиная с экспериментального ты? плана Да воюют! «Птичек», который обрекал на гибель несколько десятков миллионов Знайшов, з людей. чого В дивитися. 60-х Завжди воюють. счет Не там, предполагаемым де жертвам там. Дурні, як бицям сотни миллионов. робіть більше нема чого. Каб же хоч жить довго, а то що, кольки там кожному одмірено. Мізер нейкий. Розумні, а дурні. В космос лезуть, кібернетики всякой навидумляли, а все одно. Війна їм треба, війна. Ну, тихо. Чого ти розбубнився? Чого? Ну, чого? Нічого. Сам же воював. А, воював. Так то, що ти не равняй, тут треба було, тут заради було. А моїм приспічило. Сказали воювати і воюють. Да й треба людям війна. Ой, як треба. Заелися всі. Ой, ты договоришься. О, закон есть. А будешь где-нибудь казать, что война треба на 5 год у турву пекуть и все. Ды ну. Хіба ёсць такі закон? А ты думал? Ти глядзі. Ну, як тобі сьогодні? Да ничего, полегчало негде. Болить, сдается, слабее. Змарнеў увесь, косці адны. Не ясі нічога. Ой, ладно тебе. Ой, оладок драных зготуем, може, з'їмо трошку. Ну, то загатую. Василек, а чого это мы жили? А что было робить? Нашей згоды батьки не питали.
Народили, и все. Хочешь, не хочешь, а жить треба. Тяжко, все життя маль со смертью под ручку ходили. На 1 век 3 войны многовато. Да и без войны життя медом не было. Бачишь, руки у меня пробитые. Это кулі. Чвики! Як? Вы тогда с Пилиппом на заробки некуда ездили. А Япа и Тярковский Петрака Харитоновича хотели спалить. Боже мой. Живцом, у хаті. А у його, ти ж видиш, 5 діток було. Я випадком подслухав, як вони домовлялися. Людей підняв, всю вёскою збеглися ратовать. А Петрок прочнувся, нагану як було. І он молодшого брата Черковського пук і поклав. Треба було зябу покласти. А того смаркач з усім годов 17. Ой, боже мой, боже мой. Кинули його, а самі утекли. А праз некалькі дзён радуніца була. Дзядоў трэба было памінаць. Пайшоў з раніцы магілкі паправіць, а яны там. Ну што, кажуць, рабіць будзем, Васіль? Ведалі, што я людзей падняў, сказаў нехта. Ну, кажу, дзеці ж там былі. Пятрок Петраком, але ж дзеці. А табе, пытаюць, нашых дзяцей не шкада было, калі вы іх з хаты выганялі. А брата майго малодшага ці шкада? Шкада, кажу. А, дык ты, падла, усіх шкадуеш. Як Бог, як Христос, кажуць. А вочы у абоіх звярыныя. Боже мой, боже. Кінуўся бегчы, дагналі, па галаве нечым стукнулі, нічога больш не памятаю. Ой-ой-ой. И ведаешь, это что придумали? Выродки. Ну, застрелили б, ну, зарезали б, а то раздели догола и чвиками до крыжа драўляного выболотили его сюда. Боже мой. Люди с вёски дядов идут поминать, а я на крыжу. У чым мать родила. Напужались все. Назад все побегли. За попом у кляны послали. Ну, зняли. С того часу, як толькі дождь збираецца, ручыхны маяныць. О, а калі уже навальніца, зусім спаць не даюць. Так баляць, хоть ты іх адарві і в кусты закінь. Меня за іх і мультиком прозвали. Ходил неколи до старшини. Давайте, кажу, я вам на дворе буду по нашему сельсовету угадывать. Руки завалять, дождь будя. Посмеялись. Ты, кажуть, не дед, ты мультик. Чего смеялись, угадывал. У тебе хоть грішка недзе ёсціка. Ну, хай сабе не піш, але жыве по-людску. А мой Витек неудачник. И у кого только он таки удаўся, и кто виноваты. Может, Пилип, что не ў час от своих ран ды контузий помер. А может, я, что народила его таким. А может, вунь, Не рубай только. вунь, доктори, поради у ножонок тяжарных свараться. И пить не можно, и курить не можно, и хваляваться не можно. А то детенок дрянным родится. А что можно? А под бомбами лежать можно, а живцом гореть в своей хате можно, а у людей стрелять можно. Тоже не люди, тоже фашисты были. Ага. Фашисты что? Тоже, ага, фашисты, ну. И он, мой Витек, еще там у меня под сердцем на увесь свет обозлился. Яким же ему было еще народиться, только неудачным.
А бабе треба ласкавай быць на сонце, як ты кажаш, часцей глядзець, тады і дзіцёнак цёплым родзіцца і ласкавым. А я... І на што жыццё пражыла? Толькі ваявала, ды вайны баялася, толькі дзетак нараджала, ды хавала, рабіла. А на гэтым свеце няма чаго пакінуць. Навошта нарадзілася? Кинь. Ну, кинь зараз. Все. Мы с тобой народились людей хлебом кормить. Всіх доведется вон на солнце отказ трымать, скажем, кормили. Все життем. Каб не войны, проклятые. Лепей бы кормили. Тому и жили спокойно. И землей, и солнцем узгодя. Чуешь? Вон там у двери нехто шкрабецца. Нехто двери отчинить не может. Ну, Гэта ветер, так, ветер. не, Ганна. Прийшов нехто, я кроки чув. Іди, сустрень, не впусти в хату. Прийшов нехто. Ось так. Ай! Тихо, не пужайся, что такое? Ой. Холодно. Ой, Люц, холодно. А где Василь? Тут я. Хвареешь усё? Не, помираю. А я с больницы утек. Колють, а мне все тяжей. Порошками кормят, а мне все страшней. Возьмите меня. Василий, я твою смерть на себе возьму. За двоими яна не прыйдзе. Только не прогоняйте. Только не прогоняйте. Пошкодуйте. Я ведаю, нема за что. Просто так. Вы это умеете. Я вот тут каля печи на подлозе лягу и молчать буду. Только не прогоняйте. Не прогоняйте. Ты спишь, Василь? Не, Не спи, ладно. не буду. Боюсь. Чего? Боюсь, что Бог есть и солнце твое. Боюсь, что спытай. А что мне сказать ему? Выпей. Вода душу супокоит. Выпей его. Ты мне, Василь, еще что-нибудь скажи. Что сказать? Все, самое недоброе, самое поганое. Я тебе слухаю, душа спокойнее. Это от воды. Нет, от себе ты поговори, поговори. Микита, ты любил мало, Мало, шкодовал мало, мало. плакал мало. Мало. Ну, еще кажи, еще. Все. Разумней любви, шкодования и слез люди ничего не придумали. И те придумают. А ты более скажи, ты посуди. Да не судья я, Микита, не судья.
Да ты сам все ведаешь. Я ж чесно працював. Казали істи, ішов, казали робити, робив, говорив. Ой, Василь, свет навкол поганий. Свет добрый, Микита. Добрый, чистый. Это мы еще дрэнные. Нас самих себе перераблять треба, а мы, дурни, все свет переробляем. Хочем под себе подогнать, а свет он вечный, а мы его... Не все ж я для себе робив. Серце своє бувало до болю у кулак затискав і робив. Значит, не тое. И не так, коли без сердца. На Андрея вашого тоді я написав. Ты казал. Але я правду написав, ховали ви зерня, мяшок у лесе на самогонку, каб у сваты ісці до моей Алены. Ляжи спокойно, Нельга было Микита. зерня ховать, саботаж. Я не за Алены, ведомо, а тому, что саботаж. Вот чем не зерни, Микита. Ось так во. Ти не слухай, знов кручуся. За Алены. Я ведаю. Так любив же. Любил. Як думаєш, діти приїдуть, коли я... Приедут. А я б не поїхав. До себе не поїхав. Приедут, я кажу. Ты поможи мне, Василий. Чим помочи. Помолися. Бога нема. Как бы он бы нас не довел до этого. Сонцу своему помолися, как хоть на могилку мою светило. И оно будет светить. Нет, ты помолишься? Спи. Дай воды. Папе. Трошку. Мужчинки, ці спіцьо ви там? Не ходи сюда. Що на сніданок робіть? А что зробишь, то и ладно. Василек, старшиню ж сустрела. Передай, каже, своему неумиручему деду, это тебе знаться, что коли пишут анонимки, дык не подписывается и адрес не покидают. А он каже, мало того, что подписался, дык еще написал, что его мультиком кличуть, и что Деникиным ніколі ён не был и не будет, а это не анонимка. Ага, я ведаю. Первый раз в житті анонимку писал. А коня, каже, мы ему и так дамо, бесплатно. Ну, оформим, каже, як ветерану. Варто было, каже, за глупство шум на всю країну подимать. О, ага. Теперь уже глупство, а раней был сродок. Хай, каже, поправляется и приходить. Оформим. Оформил. Так и сказал. Ну, Допекло. Анна, а что ж робить? Я помирать настроился. да кинь ты такое говорить. Не дрожни ты ее. А чего? Нараджаться ж не ты, ни я не боялись. А я кого бояться? Смерть, як кусачая собака. Не бояться, не в очі глядеть не треба. А уже бегче, ні. Одразу схопить за штани і все. Анна, Чего? что на дворы? Ой, развезло.
Ветер сырый со страхи тече. Мокрече на дворе, мокрече. Это не мокреча, Анна. Это одлига першая. Еще приморозить. Приморозить еще, приморозить. Приморозить. Все. А? Ну, вот зараз дотягнуся. Вона. О. Фу. Ганна, принеси штаны. Ты ошалел. Чаго скруціўся? Я сказал, давай штаны. Я тебе зараз щепилой по штанах. Ляж ты. Ого. Ляжи, ляжи. Ганна, отметелить я тебе и без штанов смогу. Ты меня ведаешь. Ну, давай, кому сказано. На что я не тебе? Пойду вон на улицу, ветром подыхаю. Ведро принеси. О, тут дыхай, ляжи. С порваным сердцем на улице ему захотелось. Доктор вунь казала, каб 3 месяцы лежал, не ворушился. Ой, каб мне язык отвалился. И на что было про гэтага коня казать? Ну, на, давай допомогу. Не трэба. Да. Все, свои штаны сам заўжды здымаў сам і надену. Иди отсюль, иди, кажу. Ага. Капая. Накинь, Анна. Не чуешь, мне кажу, на плечи. Вот так вот. Руки тяжко поднимать. И сам пойду. Ну, тихонько, тихонько. Давай я тебя выведу. Сам кажу, все. О, тихо. Тихо, тихо. Там, каля порога трохи приморозило. Ганна, Ганна, ходи сюда. Никита, Ходи сюда. чаго ты ускруціўся? Ты яму не давай помирать. Не пускай его туды. Что хочешь, рабі. Сама за место его ляж, а не пускай. Он тут повинен быть. Живут же люди по 100 годов, хай и он там. Ему робить нема чего. Ляжи ты, Микитка, ляжи, ляжи. Притулися до меня, коли можешь. Микита, ну, Легчей стало, совсем лег. Памятаешь, ты ходила у Пилипка своего дозволу просить, каб жить с Василем. Ага. Сходи и еще раз на кладище во ўсіх, хто там, прабачэння попроси за мяне. Сам не поспею. Иди. Хотя иди зараз. Иди зараз иди. Добре, Микитка, добре. Где ты? Кто ты? Ці ёсць ты? Не ведаю. Калі ёсць другі раз на эту зямлю, ты мяне ўжо не пусціш. Я не слухаў яе і не пачуў. Дай здароўя Мульсіку. Ты на ім тут яшчэ і трымайся. Калі б можна было б, калі б другое жыццё, у мяне нічога больш не было б, толькі шмат дзяцей і хлеба. Это святое. Это всё. Микита,
Микитка, Микитухна. Капая! Все больше не подморозить. Теплый ветрик навалился. Весна. За дело взялась. Дай табуреточку трогала. Василек. Василий, Чего? иди на тую половину. Чего? Ляж каля окна. А нема коли разлеживаться. Будь гной хутко вывозить. Каб с теплым ветриком, с теплым дождичком у земельку. Развиднее пойду за своим конем. Да куды ты? У тебя ж сердце. Сердце. Сердце во всіх, а земля не чакає, яна без наших рук хворея. Василек, ты только не хвалюйся. Ты что? Тебе нельзя. Тебе жить так, Василий. А, ты что? Микита, сдается. Микита помер, сдается. Поможи мне поглядеть на печь трошку. Вот. Який сьогодні день? День який сьогодні, Анна? Середа. Что ж ты, Микита, мой день занял? Придется у понеделок. Анна, Что, Вася? за конем я все-таки пойду. А ты возьми нашу книжку, сходи в кассу, сдыми 100-2 на поминки. Костюм новый купи, белизну чаровики. Треба по-доброму человека до Сонейка отправить. У його ж свої гроші есть. Яго, а наши, это наши, здыми. Добре, добре, добре. На Вася. почте телеграмму детям отби. Так и так, батька помер. Приезжайте. Адреси у його в кишені, он казав. Хату прибери, його і нашу, і кота його забери до нас. Ось так. Добре, добре. Ну, а про остатнє я со старшиною договорюся. Василек. Василек. И он просил тебя помолиться. Мне выйти. Чого? Стой побач. Тільки тихо. І не румзай. Добре. Отжив своє. Чоловік. Прийшла його ніч. Прийшов наш вечір.
Дякуй вам, батька, маті, что вы нас народили и вырастили. И тебе, Сонейка, дякуй. Дякуй і тому, хто надумаўся Адама з Евай зрабіць. І табе, Ева, дякуй за тое, што ты нейкі забаронены яблык у боскім садзе з'ела. І што вас з раю выгналі, і што пачалі вы жыць пад адной коўдрай, род людскі пусцілі па свеце. Шло, і до нас дайшло. А калі людзі з малпаў нарадзіліся, і той малпі, што з глузду з'ехала і чалавекам захацела стаць, таксама дякуй. Ні за адну, нават самую горкую слязінку не наракаем на жыццё. Дякуй за тое, што жылі, мучыліся, смяяліся, плакалі. Дай і нашим деткам цяпла і святла. Сагрэй іх, і каб вайны не было, не дай Бог. Праклянуць цябе людзі, калі будзе каму праклінаць. Уратуй ты нас ад гэтай чалавечай дурноты. І няхай ва ўсіх будзе шмат дзяцей. Можа, і нашы душы прыляцяць з сонца і ў іх уселяцца. Сонейка, наша Сонейка, прачынайся. Ганна. Чего это ты? Ганна. Ідзе нехта. У вёску ідзе Гуня. На канале Культура гучала заключная частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Вечар» па аднайменнай п'есе Алексея Дударова. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны дзеяч мастацтваў Украіны Барыс Эрын. Рэжысёр радыёверсіі, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Музыку да спектакля стварыў заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь Сергей Картэс. Гукарэжысёр Віктар Лешчанок, рэдактар Уладзімір Мехаў. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Галіна Макарова і Віктар Тарасаў, а таксама народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Год запісу 1984.